Кремль ищет новый формат войны из-за усталости внутри РФ. Германия и Польша подтянули ЗРК «Патриот» к украинским границам. Зеленский должен начать смену власти, а между Узбекистаном и Казахстаном напряжение. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Трамп, Путин и Си Цзиньпин. Гремучая смесь для мира. Как Кремль меняет подход в войне и что известно о новом оружии, которое получила Россия. Германия подтянула «Патриоты», которые сбивают российские кинжалы, к стратегическому аэропорту Польши в сотни километрах от Львова и направила дополнительные войска в Литву, которая граничит с Калининградской областью и Белоруссию. Что происходит? Сигналы предупреждения для Путина и Лукашенко. В эксклюзивном интервью «Нехта» представитель Европарламента сделал заявление для Москвы и Минска. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Северная Корея поставила в Курскую область России свои новые системы залпового огня, замаскированные под гражданские грузовики. Сразу несколько телеграм-каналов и осинт-аналитиков накануне опубликовали эти кадры новой 122-мм РСЗО северокорейской армии, которая уже находится под Курском. Эти системы Пхеньян замаскировал под обычные гражданские грузовики без каких-либо опознавательных знаков. И точно такие же РСЗО армия КНДР представила на параде в честь 75-летия КНДР в 2023 году. Новые силы, которые КНДР должна направить России, помогут оккупантам сохранить нынешние темпы пехотных атак в Курской области. При этом новые группировки солдат КНДР будут нести потери, которые могут достичь от 30 до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. В этом уверены аналитики Американского института изучения войны. Тем временем украинские военные, которые взяли в плен двух северокорейцев, рассказали, что армия КНДР хорошо обучена, даже лучше, чем россияне. Кроме того, солдаты Ким Чен Ына имеют приказ не сдаваться в плен. Один из тех, кто попался в руки ВСУ, хотел покончить жизнь самоубийством. Там ідуть стовби такі для електрики, електричні стовби, бетонні. Він підійшов близько до цього стовба і за 2 метра він розігнався, він був без каски, без шолому. Він розігнався і головою вдарився в цей бетонний стовп. І він упав. Тем временем издание Foreign Affairs пишет, что Путин ищет новый формат войны, а не ее завершение, хотя понимает, что уже существует усталость от войны даже среди россиян. Авторы материала также считают, что если Путин и согласится на сделку при посредничестве Трампа, то все равно не успокоится, потому что ему нужна Украина, а не страны Балтии, Финляндия или Польша. Foreign Affairs пишет о желании Кремля оккупировать большую часть страны, но никак не западную, потому что она ему чужда. Если начнется новая холодная война, то Запад, возможно, также вступит в новую эру сдерживания, но сейчас ситуация гораздо сложнее, чем в прежние времена. Вместо двух в основном рациональных сверхдержав мир теперь стал заложником 3 непредсказуемых и опасных лидеров – Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Украина инициирует еще одно расследование военных преступлений российской оккупационной армии. На этот раз путинские солдаты расстреляли в спину украинских военных, которые сдались им в плен. На видео, которое мы не можем показывать здесь полностью, но вы можете найти его в нашем телеграм-канале Нехта Лайв, слышно, что оккупанты еще и спорят, кто из них будет стрелять в представителей ВСУ. Украинская прокуратура сообщает, что, вероятно, это произошло в Донецкой области во время штурма украинских позиций. Открыто уголовное дело. Омбудсман по правам человека заявил, что Украина требует наказания для военных преступников. В очередной раз отправляю информацию об этом преступлении в ООН и Международный комитет Красного Креста. Этот факт должен быть зафиксирован. Отсутствие ответственности превратило преступление в системность. На это нельзя закрывать глаза. Украина нуждается в справедливости и ответственности для тех, кто совершает преступления и не соблюдает никаких норм. Загадочный телефонный звонок Путину. Кремль накануне устроил целое шоу в связи с готовящимся международным контактом Москвы. Песков заявил о важной беседе, сказав, далее цитата, «Это не тот разговор», явно намекая, что Путин не будет говорить с Трампом, но не менее важный для РФ. После сыграть решил сам Путин и прервал заседание Агентства стратегических инициатив. У меня заранее, извините, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада Светланы Витальевны вынужден был на минут 5 отойти от
от экрана. Но вы, пожалуйста, не останавливайтесь, продолжайте работать. Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место. Пожалуйста, Светлана Витальевна, прошу вас. Уже к концу дня шоу Кремля сдулось. В РФ заявили, что Путин поговорил с президентом Гвинеи-Бисау. Это одна из стран Западной Африки. Обсудили якобы ряд актуальных вопросов. Да и только. Немецкие патриоты стали на защиту польского неба у границ с Украиной. ЗРК, который уже показал свою эффективность в уничтожении российских ракет «Кинжал», теперь будет защищать воздушное пространство над аэропортом польского города Жешув, который находится лишь в 170 километрах от Львова. Со второго дня войны, а скоро будет уже 3 года, Ясёнка была главным центром гуманитарной и военной помощи. Более 90%, а иногда и 95% помощи для Украины проходит через аэропорт Жешув-Ясёнка. Я хотел бы искренне поблагодарить всех, кто участвует в этом процессе. Польские войска, войска союзников, американские, немецкие, норвежские, которые также размещены здесь. Польша в безопасности, Европа в безопасности. НАТО — эффективный альянс. НАТО демонстрирует свою силу. Свободе нужна сила, наш альянс. Она не будет защищать сама себя. Свободе нужны наши отношения, наша сила и наша поддержка. Кроме того, Германия продолжает переброску своих войск в соседнюю Литву, которая граничит с Калининградской областью РФ и Белоруссию. Альянс и ЕС тем самым не угрожают России или же режиму Лукашенко, а лишь обеспечивают свою безопасность. Но тем самым отправляют им сигнал: не дадут сапогу врага ступить на свои территории. Об этом в эксклюзивном интервью Нехта заявил депутат Европейского парламента Петрас Ауштрявичус. Я полностью поддерживаю высказывание и Дональда Туска. Вчера он был в Европарламенте, представил свою программу на первое полугодие. Он точно сказал, и я с этим согласен, что оборона внешних границ Евросоюза и НАТО является самым важным, наверное, важной задачей, которая стоит перед нами всем. В этой связи я думаю, что дислокация и вооруженных сил Германии в Литве служит этому. Это как бы предупреждение. Это результат нашего партнерства. Мы не угрожаем, но мы будем делать все, чтобы обеспечить безопасность и тот, я бы сказал, порядок жизни нашего общества, которое мы выбрали демократическим путем. Поэтому мы увеличиваем наше сотрудничество. В этом году, в 2025 году, присутствие германских войск удвоится в Литве. Это идет постепенно. Так что создается инфраструктура, принятие германских войск в Литве. После прекращения огня в Украине должны пройти выборы президента страны. Об этом в своей авторской колонке для издания Newsweek пишет Стив Кортес, который ранее был старшим советником Трампа. Кортес уверяет, что приход Трампа в Белый дом означает начало новой главы для Украины. Война принесла огромные проблемы для Москвы и Киева, пишет автор, и сейчас должна завершиться. Помимо этого, бывший советник Трампа уверяет, что Зеленский из-за войны отложил проведение выборов, хотя США всегда проводили выборы даже во время войн. По мнению Кортеса, остановка боевых действий точно произойдет именно в этом году, а после этого украинцы должны выбрать нового главу государства. И Москва, и Киев посылают примирительные сигналы, признавая, что Трамп способен стать посредником в достижении дипломатического мира. Детали такого соглашения, конечно, могут оказаться непростыми. Однако любое прекращение боевых действий, будь то временное перемирие или более долговременное соглашение о перемирии, должно напрямую привести к давно назревшим выборам внутри Украины. По мнению бывшего советника Трампа, главным оппонентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ Валерий Залужный. По крайней мере, об этом говорят опросы, которые проводили в Украине. На них и ссылается Кортес. Он также считает, что уровень доверия к Зеленскому упал после коррупционных скандалов внутри страны. Как ранее рассказывала команда Нехта, выборы в Украине не проводили из-за военного положения в стране. Буквально 2 недели назад в интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский ответил и по поводу коррупции. Он говорил, что Украина не зарабатывала на войне, а если кого-то и находили, то били по рукам. Это была цитата. Друзья, расскажите, а как часто вы в своих странах сталкиваетесь с коррупцией? Жду ваших ответов в комментариях.
В Беларуси продолжают имитировать выборы. В республике, где себя вновь переизбирает Лукашенко, заявили, что досрочное голосование проходит очень успешно, в том числе и за рубежом. Несмотря на то, что для белорусов, которые живут за пределами страны, режим Лукашенко решил не открывать заграничные участки для голосования. Глава ЦИК говорит, что 15 человек, которые проживают за границей, вернулись в республику и уже досрочно отдали свои голоса на 6 участках, которые есть в областях и Минске. Вы только вдумайтесь, лишь 15 человек из сотен тысяч уехавших. Но для Карпенко явка таки большая. 2 дня голосования показывают, что люди очень активно участвуют в избирательном процессе. Явка достаточно высокая. Вот. И это говорит о том, что люди осознанно идут на избирательные участки и делают свой осознанный выбор, что, в общем-то, собственно говоря, сделали мы сейчас своей семьей, за будущее нашей Беларуси, мирной и спокойной. В Европарламенте тем временем уверены, что выбор предопределен и что в республике не произойдет никаких глобальных изменений. Лукашенко вновь назначит себя президентом. Кстати, в ЕС уже призвали международное сообщество не признавать легитимность узурпатора, который проводит выборы, не забывая о репрессиях против белорусского народа. Лукашенко должен оказаться в такой же изоляции, как и Путин. Об этом в интервью «Нехта» также заявил депутат Европарламента Петрас Ауштрявичус. Есть точный и очень, я бы сказал, активный призыв к усилению санкций, к продолжительности помощи оппозиционным силам и даже, значит, взяться за то, чтобы найти и заморозить любые активы, которые имеет Лукашенко или те лица, приближенные к нему, или государственные предприятия в европейских или западных странах. Я думаю, что это очень правильно. Санкции по режиму Лукашенко должны быть полностью зеркальные по сравнению с российскими. Лукашенко был и остается партнером Путина в войне против Украины. Он продолжает миграционную войну против соседей. Он участвует в дезинформационной войне против Запада. И, кстати, определенных гибридных саботажных действиях против соседей в том числе. Узбекистан продолжает кормить Россию. В прошлом году именно Узбекистан стал лидером по экспорту фруктов и овощей в РФ. Речь идет о 2 миллионах тонн этой продукции на сумму в $1,5 миллиарда. Лидерами из тех, кто также покупает фрукты и овощи у Узбекистана, остаются Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Афганистан, Ирак, Турция и даже Беларусь. Тем временем сам Узбекистан сталкивается с другой проблемой. В стране за последние несколько дней стремительно выросла цена на картофель, практически вдвое. И связано это в первую очередь с запретом Казахстана. В Астане, напомню, запретили на полгода экспортировать картофель в первую очередь в Узбекистан, который его активно закупал. А в Казахстане, напомню, такое ограничение пришлось ввести из-за чрезмерного экспорта в соседние страны, который привел к повышению цен внутри страны. В то же время в Казахстане, где среднемесячная зарплата более чем в 2 раза выше, чем у узбекистанцев, картофель на 30% дороже. В пересчете на узбекские суммы цена 1 килограмма картофеля в Астанинском районе составляет около 8 тысяч сумов. Говорят, что рост цен на этот вид продукции, который называют пищей бедняков и вторым хлебом узбека, ухудшил положение малообеспеченных семей. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.